К новостям культуры. Сегодня в Татарском театре юного зрителя имени Кариева прошел премьерный показ спектакля для незрячих. Надев специальные наушники, зрители смогли услышать описание всего, что происходит на сцене. С тифлокомментатором познакомилась Лиана Санамян. Помочь незрячим людям услышать то, что они не могут увидеть – задача тифлокомментатора. За несколько секунд, пока актеры ничего не говорят, нужно успеть описать происходящее на сцене. А потому текст должен быть не только интересным и понятным, но и максимально емким. Пауз очень мало в спектаклях и в кино тоже, да. Показать, рассказать хочется много. Мы, зрячие люди, все это видим, а незрячие люди в силу своих дефектов это полностью оценить и увидеть не могут. В то же время он должен быть и образным, и лаконичным, чтобы вписаться в эти паузы. Гелюса Закирова прошла обучение в Москве и является одной из немногих тифлокомментаторов в республике. Она сама же и вышла с инициативой создания этого проекта. Дебютным спектаклем стала постановка «Удивительное путешествие кролика Эдварда». Подготовка тифлокомментария к нему заняла примерно месяц. Я работала по видео, мне театром было предоставлено видео. Я отсматривала материал очень много раз, 20-30, может, я уже как бы счет потеряла. Надо сказать, это первый опыт создания тифлокомментария в Татарстане. Пока он ведется на русском и татарском языках, но в будущем планируется добавить и английский. И ввести тифлокомментарий к другим спектаклям. Есть глухонемые, там у них и сурдоперевод уже давно идет. Мы уже с сурдопереводом работали, но тифлоперевод никогда не было. Если все нормально получится, мы ожидаем уже к сентябрю, мы уже начнем новый спектакль, вот такие проекты проводить. До этого незрячие люди могли лишь представить, что происходит на сцене, как выглядят декорации и во что одеты актеры. Теперь же, благодаря специальным наушникам, которые театр закупил для этого проекта, они могут буквально увидеть все. С помощью этих наушников спектакль для незрячих людей может стать доступным в полной мере. Надев их, они могут не только услышать, но и прочувствовать игру актеров. Лиана Санамян, Максим Малов, телеканал